Перад вами зараз выступіць галоўны захавальнік фондаў веткаўскага музея стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Шклярова, кандыдат мастацтвазнаўства Святлана Івановна Лявонцева. Вядомы спецыяліст па кніжнай традыцыі старавераў Беларусі, вядомы не толькі ў Беларусі, але і за мяжою. І выступіць яна з дакладам две рукапіси Александра Феадуловича Ковалева, Ветковско-Стародубский регион. Прошу. Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Григорьевича Шклярова, Леонтьева Светлана Ивановна. Надо сказать, что Ветковский музей давно уже занимается изучением рукописных традиций Ветковско-Стародубского региона. И большую, если не главную роль в изучении вот этих традиций играют, конечно, рукописные книги с выходными данными. Но найти или хотя бы увидеть такую книгу со всеми выходными данными – это большая редкость. А увидеть две подписные рукописи одного и того же мастера – это вообще необычайная удача. Но нам посчастливилось. Одна книга «Актай» находится в Новозыбковском краеведческом музее. Датирована она 1798 годом. И создал ее Александр Феодулович Ковалев. В свое время, еще в 90-е годы, мы восхищались орнаментом этой книги. Но нам посчастливилось увидеть и вторую книгу этого же мастера. Находится она в библиотеке в Вильнюсе имени Мажвидаса. И датирована эта книга 1806 годом. Конечно же, сразу возникали вопросы, насколько Александр Феодулович Ковалев повторил себя в своей второй книге, использовал ли он один и тот же орнамент, один и тот же колорит. И когда мы начали сравнивать две эти книги, мы поразились, насколько они, опять же, разнообразны по композиционным решениям, по колориту. То, что книги созданы именно в Ветковско-Стародубском регионе, это можно не просто предполагать, но и утверждать. Хотя мастер, к сожалению, не указал место создания этих книг, но по многим косвенным доказательствам мы можем говорить о том, что эта книга, скорее всего, эти книги, скорее всего, созданы в Покровском Ветковском монастыре, который в это время, то есть после 1765 года, находился уже на территории Стародубщины. Каким выводом можно прийти, вот, исследуя эти две рукописи? Ну, во-первых, надо сказать, что многие наши выводы, сделанные ранее, подтвердились в очередной раз. И прежде всего надо отметить то, что мастер не копировал орнамент с XVIII века в XIX. И вообще, что копирование было не свойственно ветковским мастерам и их бурная фантазия. Стремление к истинному творчеству обнаруживается буквально в каждом их произведении. Они, можно сказать, унаследовали ту прекрасную черту, которую выделяет исследователь Ухова, анализируя рукописи Троицы Сергиевской лавры 14-15 года. Она писала, что стихийное копирование было не в характере художников и писцов, которые оформляли рукописные книги. Вот просто, ну, потрясающее разнообразие орнамента, орнаментальных композиций. И надо сказать, что книга 1798 года украшена гораздо богаче. В ней, например, более 100 орнаментальных композиций. Это заставки, инициалы, концовки, боковые украшения. А в праздниках 1806 года, которая находится в Вильнюсе, 61, значит, орнаментальная композиция. И я покажу сейчас вот хотя бы две
заставки, рамки заставки из Актая 1798 года и две заставки рамки из праздников 1806 года. Вообще надо отметить, что обе книги просто изобилуют вот этими рамками, заставками в целый лист. Это характерно более для книг XVIII века. В XIX веке обычно встречается одна такая рамка-заставка, которая имеет чисто функциональное значение. В ней обычно оглавление идет книги. А здесь же, в этих книгах, они теряют свою прямую вот эту прямое функциональное назначение и буквально вот становятся совершенно такими самостоятельными произведениями искусства, буквально такими драгоценностями, которыми хочется любоваться. Они превращаются в такие камерные произведения. И вот рамка-заставка из книги Актая 1798 года. Обратите внимание на колорит, который был свойствен для ветковских рукописных книг. Вся гамма, она как бы приглушена. И очень такой бирюзовый цвет выделяется на фоне терракотового цвета. Вот это вот излюбленные цвета, которые в ветке очень часто можно встретить. А вот подобная, как будто бы рамка-заставка из праздников 1806 года, но посмотрите, насколько композиция все-таки отличается, хотя выстроена она как бы по одному образцу. Но мастер, опять же хочу сказать, не скопировал то, что он уже создал ранее, а он создал новое произведение. И вот вторая же, значит, рамка-заставка из праздников 1806 года, тоже напоминающая вот рамку-заставку из 1798 года. То есть та же композиция, когда верхние ветви акантовые с этими закрученными листьями, они скручиваются в образ сердца. И в то же время мы опять видим, насколько они отличаются. То есть мы можем говорить, опять же, вот об этом великом, буквально потрясающем разнообразии. Кроме того, в обеих книгах присутствуют цветные фоны практически во всех орнаментальных композициях, что опять характерно было для ветковской традиции. Эти цветные фоны, к тому же, дополнительно разделывались точечным орнаментом, выстроенным то в звездочки, то в цветочки, то в кружочки. Этого тоже мы не встретим ни в одной другой традиции. Второй вывод, который мы можем сделать, подтвердить, вернее, его, потому что ранее он нами делался, мы предполагали, что ветковская традиция имела прямое влияние на формирование гуслицкого стиля. Вот особенно вот эти вот рамки-заставки, где мы видим туго закрученные акантовые листы, которые напоминают как бы морскую волну, застывшую причем. Вот этот элемент орнаментальный, он в гуслицкой традиции излюбленный. Из него выстраиваются все композиционные все орнаментальные композиции. Вообще надо сказать, что вот такое впечатление, что в гуслицком орнаменте, значит, мастера строили его, а в ветковских рукописях такое ощущение, что мастера выращивали этот орнамент буквально на ваших глазах, как будто бы из брошенного семени. Кстати, то, что ветка очень повлияла на формирование гуслицкого стиля, утверждаем не только мы, но и вот такая исследовательница, значит, Елена Михайловна Юхименко пишет: гуслицы выработали свой собственный
характерный стиль оформления книги, генетически восходящий к рукописям, созданным на ветке. Ну, собственно, на ветке это в широком понимании, а вообще мы под этим как бы названием имеем в виду вообще весь Ветковско-Стародубский регион, естественно. Ну, следующий вывод, который мы можем сделать, что декоративность, звучность цвета, виртуозность композиции, легкость, изящество рисунка делают рукописные книги Александра Феодуловича Ковалева одними из лучших образцов ветковско-стародубской традиции. И они еще раз подтверждают существование рукописного центра, мощного рукописного центра, в котором рождались подлинные шедевры. И сегодня мы ими можем любоваться. Дзякуй вялікі, Святлана Івановна. Сапраўды веткаўская кніга – гэта унікальны феномен у гісторыі айчыннай кніжнай культуры. Веткаўскія кнігі, рукапісныя кнігі славяцца багаццем, славяцца разнастайнасцю, славяцца унікальнымі каларыстычнымі рашэннямі. Кампазіцыі вось гэтых мініяцюр заставак, яны ўражваюць багаццем і становяцца ўзорам для пераймання многіх сучасных мастакоў. У тым ліку нашы калегі ў каментарах пішуць, што сапраўды перад намі нешта незвычайна прыгожае. У музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі звычайна можна пабачыць даволі вялікую колькасць рукапісаў, у тым ліку якраз з так званага папоўскага рэгіёну стараверскай традыцыі, якраз веткаўшчына, і многія з іх заўжды становяцца аб'ектам асаблівай цікавасці наведвальнікаў. Яны адразу ж прыцягваюць да сябе ўвагу усіх, хто заходзіць нават проста выпадкова ў музей кнігі. Дзякуй вялікі за ваш даклад. Я ўпэўнены, што мы яшчэ не раз сустрэнемся ўжывую на рэальных канферэнцыях. І дзякуй за сапраўды прыгожыя ўзоры, як пішуць калегі.